Да, познакомился с рассылкой. После Нового года их часто начали опубликовывать в социальных сетях. Вот эти рассылки, которые собирают согласие на донорство. Но это таких нормативных актов нет, не было и не может быть. Если кто грамотный, кто связан с медициной, поймет, о чем я говорю. Донорство – это такая тема, что согласие на органы донорства – это большая процедура, это согласие, официальное согласие на донорство, это официальные бланки, это согласие родственников. Без согласия родственников и самих пациентов это невозможно. Например, пересадка печени – это большая процедура, очень много документов. И тем более федеральным законом 323 гарантировано каждому гражданину безопасность его здоровья. И это то, что слухи ходят, это неправда, и таких нормативных актов нет. Вот если на процедуру посмотреть, там написано о том, что что-то приняли, что-то изменилось, и теперь эта процедура упростилась, облегчилась. Эта процедура как проходит, допустим? Вот разработан проект Минздравом России. Вот этот проект, наоборот, еще больше защищает граждан, чтобы не было ошибок и непонятных ситуаций. На ваш взгляд, тогда расчет на кого эта рассылка? На малограмотных? Ну, это рассылка, наверное, которой, может, кто-то заинтересован, чтобы у нас и здравоохранение, чтобы плохо было. Может, кто-то заинтересован, кто-то против государства так работает. Вот эти люди, которые эти рассылками занимаются и вот это пишут, ну, это не для улучшения ситуации в государстве. Но я их считаю врагами государства, врагами наших людей, наших пациентов, которые дезинформируют население.